Нужно ли заучивать молитвы? Где находится Богородский родник? И что просить у Адигитрии? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Что такое молитва и зачем она нужна? Давайте сегодня поговорим о молитве и той силе, которой она обладает. Молитва – это обращение ума, души и сердца к Господу, Божьей Матери, к святым, с каким-то просьбам, прежде всего о просьбе о прощении в собственных грехах. В общем-то, вот это такая черта молитвы, которую многие не обращают внимания. То есть молитва, она еще и раскрывает, в общем-то, и богословие нашей веры. Потому что, когда мы обращаем к Господу, то, конечно же, мы в этом обращении и включаем то, какой наш Господь. Да? Например, мы вот постоянно, часто в очень молитвах, прежде всего, просим о прощении наших грехов. Это вот догматическая именно составляющая. Чтобы обратиться к своему Господу, прежде всего, конечно, надо попросить прощения. В общем-то, как и перед любящими родителями. Маленькие детки, если что-то просят у своих родителей, прежде всего, если что-то не хотят, конечно, надо же примириться. Современный человек, причем даже самый верующий, самый воцерковленный, довольно часто путается в молитвенных вопросах. Одни уверены, что только канонические, то есть взятые в молитвословие, молитвы помогают достичь желаемого результата. Другим кажется, что лишь горячая молитва, обращенная к Богу просьба своими словами, поможет избавиться и от болезней, и от любых напастей. Третьи и вовсе не считают нужным утруждать себя молитвами. Дескать, Господь и так все знает, все видит, каждому из нас необходимую помощь подаст. Так какая же молитва правильная? Нужно ли знать какие-то молитвы наизусть? Ну, конечно же, нужно. Не зря в народе говорится, вот, или даже в школе учителя, хоть неверующие, говорят, да, вот это правило ты должен запомнить как «Отче наш», да, потому что всегда, давным-давно люди, когда еще не были грамотные, читать не умели, да, все люди, крещенные православные, молитву «Отче наш», конечно же, знали, потому что она дана самим Господом Иисусом Христом. В Евангелии мы ее можем найти, когда Господь спрашивает, как надо молиться. Вот Он дает эту молитву «Отче наш», поэтому можно считать ее самой главной, и, в общем-то, знать ее наизусть надо. Богородица, Дева, радуйся, желательно Божьей Матери молитвы. Ну и символ веры. Опять-таки, все, что включается в нашу веру православную, в символ веры заключено. Поэтому каждый православный человек ее символ веры должен, в общем-то, знать. Ну, остальное уже как по силам, как получится. Очень много есть хороших, замечательных молитв. И люди, в общем-то, верующие православные, когда проходит сколько-то лет именно практики, какие-то молитвы им очень милы их сердцу, какие-то очень красиво нараспев поются в церкви. Люди запоминают, и, в общем-то, и очень хорошо, когда человек может всегда по памяти обратиться. И это очень здорово, и, в общем-то, это очень хорошо. С давних пор молитву рекомендовали читать не спеша, размеренно, чтобы заключить внимание в слова. Только в том случае, когда молитва, которую вы хотите принести Богу, достаточно осмысленна и многое значит для вас самих, вы сможете достучаться до Господа. Если же вы невнимательны к произносимым вами словам, если ваше собственное сердце на слова молитвы никак не отзывается, до Бога ваши просьбы не долетят. Всякое обращение Господа, не так, как написано в молитвословии, это и есть тоже молитва. И она, если искренне от сердца, то, конечно же, Господь ее всегда услышит. Здесь действует простой закон. Если слова молитвы не дошли до нашего сердца, они не достигнут и Бога. Как иногда говорят, такая молитва не поднимется выше потолка комнаты, в которой мы находимся. А ведь она должна достичь небес. Поэтому очень важно, чтобы каждое слово молитвы было нами глубоко пережито. Каждый должен молиться именно от сердца. Но, опять-таки, нужно, даже если мы сами творим молитву, да, сами, то есть ее полностью как-то сочиняем, творчески к этому подходим, то, конечно же, вот эти все догматические аспекты надо учитывать.
Молитвы могут различаться по содержанию – быть хвалебными, благодарственными, просительными и ходатайственными. Согласно православному вероучению, на первое место ставится молитва хвалебная, известная с древнейших времен. К числу хвалебных молитв следует отнести и акафисты. Благодарственная молитва выражает признательность молящегося Богу за получаемые от Него блага. Если настала какая-то беда, человек бежит в храм, и таких случаев большинство, то самое главное, как вот мы можем подчеркнуть и из притчи о прокаженных, то есть когда 10 прокаженных мужей, то есть 10 человек больных, и надо понять, это 2000 лет назад люди были неисцелимые, они были изгнаны из своих домов, они бродили, питались чем придется, что им что попадет, и Господь их исцеляет. И вот они по дороге видят, что они абсолютно здоровые. И один из них всего лишь вернулся к Христу и поблагодарил Его за это. И Господь говорит: а где же остальные? И вера, говорит, твоя спасет тебя. Именно если мы хотим спасения, если мы приходим в храм, просим о чем-то Господа, и Господь нам это дает, то ни в коем случае не надо забыть Господа об этом поблагодарить. Потому что, к сожалению, вот если мы будем в этом плане неблагодарны, в следующий раз Господь может нам уже и не помочь. Молитвы просительные, как говорит само название, выражают нужды молящегося, как телесные, материальные, так и духовные. К числу просительных молитв принадлежат ектении. В православии есть у нас молитвы, которые общепринятые, которые есть в молитвословах, и надо желательно молиться, как по молитвословию написано, и утром, и вечером, и утренней, и вечерней молитвы нужно читать. Ну, в общем-то, в течение дня благословляется иной раз постоянно творить Иисусову молитву: «Господи Иисус Христе Боже наш, помилуй нас». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Какой наш Господь, да? Если мы просим: «Господи, помилуй, будь нам милосерден», то мы подозреваем, что Господь милостивый, да? И мы постоянно просим в своих молитвах, чаще всего о чем-то просим, хотим, чтобы было так, было иначе, какие-то проблемы от нас ушли, чтобы Господь нам даровал свою милость, да? «Господи, помилуй», в общем-то, мы просим Его милосердия на наши дела, что, в общем-то, мы свою жизнь сами строим с помощью Господа, то есть это очень важная черта православной догматики, да, потому что некоторые люди, например, думают, что у нас все преопределено, да, ну тогда смысл, зачем нам нужна молитва, зачем нам нужно молиться, да, то есть молитва – это составляющая часть еще и нашей церковной догматики, и это очень важно. В слове таится колоссальная сила. Она может созидать, а может и разрушать. Используйте ее во благо себе и другим. И помните, что у вас есть уникальный способ воздействия на человеческую природу. Этот способ – молитва. Часто спрашивают, да, а правда, что нужно нам молиться о врагах, да? В Евангелии так и говорится, что чем мы отличаемся от язычников, да? Нам сделали хорошо, мы делаем хорошо, нам сделали плохо, мы делаем плохо. А мы-то тем и отличаемся. Когда нам делают плохо, то мы благодарим и Господа, молимся за этого человека, да? Достаточно нам вспомнить именно вот евангельский сюжет, когда невинно распятый наш Господь Иисус Христос с креста говорил: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Христос молился за тех, кто Его распял. В общем-то, и когда каждый раз мы обращаемся к Господу, конечно же, наша молитва должна быть пропитанной любовью, милосердием к нашим ближним. Это очень важный момент, потому что некоторые люди, приходя в храм, почему-то хотят какой-то мести привести к ответственности своих обидчиков и так далее. Об этом просить не надо.
молитесь именно с любовью, желайте всего хорошего, и все плохое из вашей жизни уйдет. Молиться можно везде – на дороге, дома, на работе. Но особенным местом молитв служит Божий храм, а особой силой обладает молитва священнослужителя, человека, который принял таинство священства. Каждый раз, когда человек приходит в храм, это очень хорошо. Пригласили ли его на крестины, пригласили ли его на отпевание или на венчание, или мимо проходил, или какое-то горе человека привело в храм. В общем-то, в любом случае это хорошо. Тысячи тысяч дорожек к храму. И, в общем-то, по любой из них можно спастись. Поэтому каждый, кто как приходит, конечно же, это очень здорово. Помните, что Богу все равно, как вы молитесь, на каком языке вы молитесь. Главное, чтобы вы делали это из сердца и души. И тогда душа соединится с Ним в духовном союзе, что принесет благословенный покой, вдохновение и силу, которая будет вести вас всю оставшуюся жизнь. Скажите, пожалуйста, почему в православных храмах есть иконы и росписи, а в мечетях нет? В мечетях не бывает изображения так же, как и в иудейских храмах. И связано это с тем, что в Ветхом Завете был запрет, полный запрет на изображение. Изображать нельзя было Бога для того, чтобы предостеречь людей от идолопоклонства, чтобы в противовес язычникам, чтобы люди не кланялись камню, дереву, краскам, тому, что изображается. В Новом же Завете, в христианских храмах, напротив, мы видим изобилие росписей, иконы, стены храмов расписанные. Этот вопрос решался на Седьмом Вселенском соборе, когда действительно нужно было поставить точки над «и». Можно ли изображать Бога, святых угодников, или нельзя? Или все-таки следует придерживаться запрета, озвученного в Ветхом Завете? Отцы Седьмого Вселенского собора так пояснили. Во-первых, уже в Ветхом Завете Бог повелел сотворить золотых ангелов, которые должны были быть при скинии ветхозаветной, то есть, оказывается, запрет не безусловный. Во-вторых, святые отцы пояснили, что иконоборцы, иконоборческая ересь, которая возникает в то время, неправы. И на их вопрос, кого же мы изображаем на иконах, святые отцы ответили: мы изображаем не человеческую природу Иисуса Христа, иначе мы бы кланялись человеку. И мы не изображаем божественную природу, потому что она неизобразима. Мы изображаем личность Иисуса Христа. Личность, которая содержит в себе две природы – божественную и человеческую. Природа как таковая неизобразима, но исторически Христос был именно таков. Поэтому в христианских храмах мы изображаем то, как мы видели Христа, то, какими являлись людям ангелы, в каком виде, то, какими были святые угодники Божии. В мечетях же мы видим какой-то растительный орнамент или прочие узоры в исполнении вот этой древней заповеди о запрете каких бы то ни было религиозных изображений. Образ Богородицы занимает исключительное место в православной духовности. Это можно видеть из огромного количества икон, посвященных ей. Насчитывается более 700 наименований икон Бога Матери. Для большинства икон установлены отдельные празднования. Им написаны молитвы, тропари, кандаки и акафисты. Это говорит прежде всего о том, что вера православная все-таки, конечно, не оскудевает, а, как говорится, Богородица является определенным людям, конечно, благочестивым людям. Может быть, где-то были такие случаи, мы знаем, что и не совсем, где-то человеку нужно будет покаяться, исправить свою жизнь. И таким людям Богородица является и говорит где-то написать икону, где-то сотворить какую-то просьбу, значит, и человек исполняет уже, ну и в скором времени одно, второе, третье моменты такие бывают, и уже пишут образы Богородицы. Их, конечно, очень много.
19 июля Православная Церковь отмечает праздник в честь Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Богородско-Уфимская икона Божией Матери – старейшая святыня нашего края. Она является копией Казанской, только более темных тонов. Время обретения чудотворной иконы относится к началу XVII века, времени, когда на территории современной Башкирии образовывались первые православные поселения. В памяти народной сохранилось много чудодейственных случаев, связанных с прославлением чудотворной Богородской иконы Божией Матери и ее заступничеством. На месте явления чудотворного образа с того времени забил целебный источник – Богородский родник, который и в наши дни радует нас своей живительной силой. А через год была построена первая деревянная церковь, освященная в честь Богородской иконы. В XVIII веке Богородско-Уфимская икона Божией Матери была внесена в список святынь российской земли. Икона неоднократно защищала от эпидемий холеры, голода, стихийных бедствий, а также от набегов врагов и разбоя. Она почиталась как покровительница и заступница всего Уфимского края. Список Богородско-Уфимской иконы находится в Инорсе, на улице Ферина, в храме, названном в честь чудотворной иконы. – 21 июля Православная Церковь отмечает еще один праздник, посвященный Богородице. В этот день почитается Казанская икона Божией Матери. День Казанской иконы Божией Матери празднуется дважды в год. Летом 21 июля в память явления иконы в Казани и 4 ноября в благодарность за избавление Москвы и всея Руси от польских интервентов. История Казанской иконы Божией Матери начинается с XVI века. После того, как царь Иоанн Грозный захватывает Казань, туда проникают первые христиане, и население этого самого города состояло большинство из мусульман, которые к христианам относятся довольно подозрительно. И через несколько лет город оказывается полностью сожженным и пострадал от большого пожара. И находился весь в пепелищах. Одной из девочек этого города является Пресвятая Богородица, говоря о том, что ее образ покоится в одном из пепелищ. Девочка обращается к своей матери, та просит священников, которые появляются здесь еще в небольшом количестве, найти этот образ. Но все с недоверием относятся к словам 9-летней девочки, и поэтому далеко не сразу идут на поиски этого образа. Тем не менее, после настойчивых просьб все-таки он был найден. И найден, когда лишь сама девочка Матрона стала раскапывать то место, где и лежала эта икона. Икона была с радостью воспринята находящимися здесь людьми, и на ее месте по повелению царя был позже построен Богородицкий женский монастырь, где эта икона и была размещена. Казанская икона Божией Матери считается покровительницей земли русской, что подтверждается многими историческими фактами. Дальнейшая история этой иконы связана и с различными бедами, которые постигали Русь в различные годы. Это и смутное время, когда патриарх, будущий патриарх Иермоген, тогда еще епископ Казанский, преодолевая смуты, которые происходили и от внешних врагов, от польских аристократов, которые пытались завладеть российским престолом, и внутренние междоусобицы между боярскими кланами, между беглыми казаками и просто бандитами, которые хоть и называли себя христианами, оставались таковыми лишь формально. Будущий патриарх Иермоген с этой иконой обращался и ходил крестным ходом для того, чтобы преодолеть все то, что изнутри разлагало нашу Родину, Святую Русь. Обстановка накалилась максимально сильно, примерно к 1610 году, когда князь Дмитрий Пожарский и Косьма Минин стоят во главе ополчения. И также, обращаясь за помощью к Пресвятой Богородице, к ее образу казанскому,
идут своим войском для того, чтобы освобождать Русь от засилия беспорядков, которые царили в это время. В Великой Отечественной войне 1812 года также генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов молится перед этой иконой, выступая на войну, которую одерживает с победой. Икона Божией Матери Казанской через многие скорби истории нашей Родины проходит и выводит наш народ победителем из этих скорбей. Издревле православные люди молились ей, просили помощи и поддержки в самые тяжелые времена для России. К сожалению, образ был утрачен. И лишь в 2004 году из Ватикана был привезен послами от Папы Римского для того, чтобы показать, что у них давно находится эта неизвестная икона. И это действительно была казанская икона Божией Матери. Это был не подлинник. Подлинник безвозвратно утрачен. По некоторым свидетельствам, икона-подлинник была похищена из Казанского монастыря. Ради денег была сожжена, риза с нее снята и продана за какие-то определенные деньги. А сам же лик, который намного бесценен, чем оклад, ради которого она была похищена, был, вероятнее всего, сожжен. Но с 2004 года этот образ вновь привезен к нам, на Русь, и помещен в Крестовоздвиженском храме, который принадлежал бывшему этому Богородицкому монастырю. И до сегодняшнего дня один из древнейших списков Казанской иконы Божией Матери находится там. Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. В Башкортостанской митрополии почитаются две иконы Божией Матери. Это Табынская и Богородско-Уфимская, которые являются прототипом Казанской иконы. Табынская икона Пресвятой Богородицы является списком, точной копией Казанской иконы Божией Матери, но с более темным ликом. Испокон веков она славится своей чудотворной силой. Именно этот образ Богородицы исцелял целые поселения, где свирепствовала чума, и помогал многим просящим. Во многих местах России можно услышать далекие воспоминания, а порой и легендарные сказания об этой святыне. Чудотворная казанская икона Богородицы по своему типу адигитрия, путеводительница. Посему молитва пред ней всегда поможет страждущим идти верным путем, найти ответ на судьбоносный вопрос, духовно прозреть или обрести силы для преодоления физических недугов.